По мысли великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина, лучшие друзья человека – это книги. Солидарным в этом мнении известный общественный деятель, главный редактор газеты «Сердало» Якуб Патеев. Его библиотека вмещает в себя литературу самого разного характера и направлений. Нашли мы в ней и одно из самых известных произведений Идриса Базоркина – повесть «Призыв» на русском и на ингушском языках. Она написана писателем в 50-60-х годах XX века и рассказывает о событиях гражданской войны в Ингушетии 1918 года. Якуб Султанович признается, что «Призыв» ему нравится не меньше, чем «Из тьмы веков». Почему? Потому что это произведение вообще-то было первым в жанре приключенческой литературы во всей черногорской литературе того времени. И когда она вышла в начале 60-х годов, все первое издание было 50-х годов, потом 60-е годы, и когда получил ее, я просто читал ее взахлеб. Еще потому, что события, которые отражены в этой книге, они были мне известны по рассказам стариков наших. Они вспоминали об этом явлении в истории нашего народа как одной из самых героических страниц. Может, по значимости, по времени оно было маленькое, а так это было характерно для наших людей поступкам, явлениям революционных событий. Повесть «Призыв» написана после возвращения нашего народа с депортации. Это произведение исторической направленности. Персонажи – это реально существовавшие люди, с которыми, признается Патеев, он встречался, о некоторых рассказывали родные. Повесть захватывала прямо с первых дней. И не случайно даже первая конференция читательская по Базоркину была связана с повестью «Призыв». Это уже в начале 70-х, в 1972 году, в 1971 году прошла конференция по повести «Призыв». Поэтому это заинтересовало меня. По случаю выхода повести в свет была проведена конференция. Книга заинтересовала многих. И когда уже позже познакомился с Идрисом Базоркиным, уже стал много читать о нем, его, то есть убедился, что действительно это была знаковой повестью для творческого пути Идриса Базоркина. Поэтому она мне запала в душу. Ну и с другой стороны, конечно, описываемые события, там и героика, там и приключения, там и даже любовная есть линия небольшая, пусть будет там Салимат, Эльберт и так далее. И люди, которые участвовали в этих событиях, участники непосредственно были живы тогда. Даже тот самый Биберт Богатырев из селения Базоркина, Мошхурт, был жив, он был близко знаком с Идрисом Базоркиным. Тот же самый Арци Цицкиев был жив в те годы. И тем более Хызыр Арцханов, главный герой этого события. События гражданской войны вы, наверное, помните. Борьба белогвардейцев с красноармейцами по учебникам истории. В повести «Призыв» автор показывает события, происходившие во Владикавказе в те дни, когда 11 наших земляков обороняли Симоновский дом. Они защищали его, потому что там было оружие, и нельзя было, чтобы оно попало в руки белогвардейцев. В течение нескольких дней шел штурм людей в подвале, чтобы их выманить, выкурить в буквальном смысле слова, и их поджигали, и воду запускали туда подвалы. И только мужество ингушского отряда во главе с Хызыром Арцханом их спасло. Рассказывали такие, потом я убедился по повести, что был брошен клич на собрании, обычном на базаре собирались ингуши, клич: наших людей убивают, надо спасать. И по всему Александровскому проспекту, ныне проспект Мира, города Владикавказа, промчалась конница, конный отряд, точнее Хызыра Арцханова, с криком, с саблями, разумеется, с другим огнестрельным оружием. И никто не осмелился даже остановить их. Настолько они были неустрашимы, настолько их невозможно было остановить от страха, что осмелились, где уже бесчинствовала белогвардейская банда. Идрис Базоркин сам пережил события гражданской войны. Ему тогда было 8 лет, и поэтому вместе с исторической правдоподобностью в повести мы видим и воспоминания автора. И эта повесть одна из тех, иногда просто хочется как-то взять, вспоминать фразу, вспоминать какое-то выражение, какой-то поступок и читаешь его. А слово мужчины всегда должно оставаться словом. Заключил: Керим, хорошее у тебя потомство. 2 старших сыновей твоих я 2 года назад видел на войне каждый день. Имеется в виду Первая мировая война. И они ни разу не посрамили тебя. Этого мальчика ты тоже вырастил настоящим мужчиной. Если бы не он, мы погибли бы. И от тебя, от себя, от всего села. Спасибо тебе, Керим. Да будет долгая и счастливая жизнь ваша. Понимаете, вот отношения, вот наша обычная проблема отцов и детей. Вот как тогда умели
и поблагодарить отца за воспитанного сына хорошего. И перед народом показать, что вот герой, который рискует собой, рискует жизнью. Повесть «Призыв» небольшая по размеру, 60 страниц, но прочитав которую, мы познакомимся не только с историей нашего народа, узнаем о подвигах наших земляков и просто получим наслаждение от чтения.